Почти 1400 старшеклассников к маю завершат свое профессиональное обучение по специальностям, наиболее востребованным на рынке труда. Водитель, электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей, парикмахер или повар. Всего в списке 15 профессий. По поручению главы Коми Владимира Уйба на профподготовку выделено 10 миллионов рублей. Алексей Корчма подробнее. Учебно-производственный комбинат предлагает школьникам широкий выбор профессий. Кем хочешь стать? Фрезеровщиком? Токарем? А может быть, радиомонтажником? Овощеводы, механизаторы, швеи, водители и агрономы. Выбор рабочих профессий для советских школьников, похоже, был неиссякаем. Учебно-производственные комбинаты выдавали ребятам первые путевки в жизни. На заводах и фабриках для выпускников бронировали рабочие места. Ученики 9, 10 и 11 классов должны овладевать массовыми профессиями непосредственно на производстве. Профессиональное образование пробуждает у ребят интерес к техническому творчеству. На счету у школьников много ценных рационализаторских предложений, которые внедрены в производство. И почему бы это хорошо забытое старое не возродить, сказал Владимир Уйба еще в статусе исполняющего главы Коми. Важно, чтобы ребята выходили из школы не только с аттестатом, но и с документами о начальной профподготовке. В нашей современной жизни это поплавок. Сейчас все сертифицировано, все лицензировано, и делать это можно и обучение и на повара, и на механизатора, и на тракториста, и на водителя. Только в специализированных учебных заведениях, это колледжи и так далее, техникумы. Поэтому мы сейчас подготовили уже такую программу с этого года. Вот с этого учебного года, 2020-2021, в 14 районах школьники 9-10 классов начнут проходить профессиональное образование. Начинали с сельских школ, продолжили в городских. В программу профподготовки дополнительно включили еще 4 района – Кайгородский, Усть-Куломский, Карткеровский и Прилузский. Почти 1400 школьников республики получат свои первые сертификаты. Я думала, что будет, как на уроках, знаете, скучно. А здесь учителя очень по-доброму, очень на одном уровне с вами разговаривают, очень интересно преподают. Трещину на бампере заделали. Это довольно-таки распространенное повреждение в современном виде. То есть у нас все автомобили оснащены пластиком и часто страдает бампер. Данная процедура занимает примерно час. И ребята попробовали, ощутили это на себе. Все достаточно понятно, все по пунктам расписано, какие инструменты, что крутить и что закручивать. Профессиональное обучение школьники проходят на площадках нескольких городов и районов Коми. Медицинские сестры, водители, парикмахеры, автослесари, электромонтеры. Всего в списке 15 рабочих профессий. Во-первых, нужно сориентироваться, нужно помочь. Вот твое, не твое. Если даже не твое, то это тоже очень хороший опыт. Ты, по крайней мере, понимаешь, что точно совершенно ты поваром не будешь, но основы поварского искусства ты получишь. Или парень он может и не быть дальше механиком или слесарем по ремонту автотранспорта, но он для себя, во-первых, получит навыки безопасного и правильного вообще работы. А во-вторых, действительно скажет, не мое, и будет искать другую специальность. В этом же очень важно. Поэтому он называется профориентация. Поэтому эту работу точно совершенно будем продолжать и наращивать. Профобучение старшеклассников началось в ноябре прошлого года и завершится в мае этого. По поручению главы Коми Владимира Уйба на эти цели республиканский бюджет направил порядка 10 миллионов рублей. Алексей Корчма, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.